10 начали разгружать. 14 число. Вот час разгружают. Вот видите, только в жопу раскидали чуть-чуть и все. И еще там ни конца, ни края не видно. Нормально после до вечера разгрузили все. Не бросать стекло. Руками, все руками, ни поддонов, ничего, просто руками закидали. Поддоны жалеют, блин. Вот ребята притаскивают поддоны, слаживают все и таскают руками на рофле. Будем стоять еще сегодня весь день. Логист у нас сменился. Наш пошел в отпуск на недельку. Так что будем ожидать. Вот полчаса назад приехал, было солнышко. Зашел в кафешку, пока покушал, вот уже лужи и дождь лупит. Сейчас пойдем сходим в душик, приведем себя в порядок и пойдем там что-нибудь, киношку какую-нибудь смотреть. Дождик прекратился бы. О, тучи какие вообще. Черно. Все. Будем ожидать погрузки. Даст нам временный наш логист или будем стоять, пока наш логист не приедет. Друг мой, мы в историю попали? Да. Здорово. Здорово. Вот так вот. Будем ждать. Такая погода. Хорошо, хоть доехал по сухому. Машинка чистая. Правда, будку открыл, чтобы выванивалось. Подмел там все. Вот теперь там, наверное, вода еще у него теперь будет. Ничего, высохнет. Приветствую, другие подруги. Вот прибыли мы в таможенно-логистический центр. Здесь будем завтра грузиться. Так, здесь все забито вот возле дороги, возле самого центра. Не знаю, как говорят, что за границей там у нас какие-то проблемы. Везут машины, вон за границей стоят. Вон там и Польша стоит. Вот такая вот красота. Зелененькое поле. Ветерок, правда, прохладненький. После вчерашнего дождя. Вот это деревня Отяково. Выехал я в 12. Можно сказать, с МКАДа. Там рядышком были. И прибыл сюда в 5. По 107. Очень долго полз. Ну, там, как обычно, короче. Свернули до Минского шоссе. И вот мы здесь. Проехали там 140 километров. Вот машины стоят. За границей ждут разгрузки. Мы ждем погрузки. Встали вдоль дороги. Потому что тут у меня нет стоянка. Вообще какая-то маленькая. Вроде там расширяет. Вон трактор стоит. Думаю, в будущем здесь будет нормальный логистический центр, нормальная стояночка. Сходили, узнали. По поводу документов. Документов на нас еще нету. Ну, может быть, ночью там придут, не знаю. Так что пойдем завтра утром
Наверное, 8:30 пойдем, зайдем. Может 8. Знаем. Машинка у нас подметенная, будка тут чистенькая. Запахов ничего нету, все выветрили, на стоянке настояли. Ну как, пузырь надулся на шторе, груз вывалился, стянул ее водитель стяжечкой, лентой. Вот так вот все ездят. Я готовил ужин уже. А пойдем поужинаем. И будем киношку смотреть. Загрузил для вас видео. МКАДа, когда стоял 4 дня на разгрузке, интернета вообще не было. Мучился, никак я не мог загрузить ничего. Поэтому видео вот так с запозданием идут чуть по чуть. Ну ничего, догоним по времени. Боря вчера выехал с Краснодара на Новосибирск. У него дали 8 дней доехать до Новосибирска. Загрузился 5-очкой. Что он там будет делать, не знаю. Разгрузит его раньше, не разгрузит. 5-очка есть 5-очка. Поэтому не факт. Ну посмотрим, если что, догоним его. Надеюсь, здесь быстро грузит. Вот. Коллега вот выезжает, никак не вылезет. Малыши же, блин, малышам же лень притормозить. Вот, видите, летит. На гнилушки на своей. Нет, пропусти, блин, там обгони его. Нет, он, блин, лезет и лезет. Так вот. Вот такие у нас вот водители. Все только лезут. Никто никого не пропустит. Вот так вот загружаю. Нормальные яблочки. Ничего не гнилые. Все чистенькие. Все норм. Пойдемте в машину ожидать. Вот это все загрузит нам сейчас. Машин тут разгружаются, ждут своей очереди. Поставили противооткатничек. Ждем. Ну, я думаю, там сейчас быстренько закидают. И полетим, помчим по дорогам России. Вот. Смотрите, какая автомобили с рэпами, за него масло дубасит. И людям пофигу. Вот так вот. Тоже привез что-то, тоже не наша машина. Всех приветствую. Подъезжаем к Челнам. Ну как подъезжаем? 190 километров. Вот впереди едет КамАЗ. Вонище, блядь, от него просто кошмар. Потихоньку подбираемся. Погодка вроде нормальная, но что-то мне вон те тучки совсем не нравится. Может, попадали вчера? А, вон, все понятно. Тучки. Тучки бомба. Вон машины едут встречные уже, блядь, мокрые. Вот, видите, тент блестит он на фуре. Блядь, как горит, блядь. Это кошмар, блядь. Что такое? Как так можно тут ездить, блядь? Сейчас мы обгоним его. Так, спереди нас, короче,
по радио. Погода, говорит, хорошая, все хорошее у нас. Солнышко, ну, погода, как всегда, у нас на 100% правдивая. Красота какая, да? Зелененькая все. Сегодня, надеюсь, доедем мы до Уфы. Там ляжем отдыхать. Там же у нас заправочка будет. Дождика вроде нет, но прошел. Я думаю, все равно мы сейчас догоним. Залетит дождичек. А уж прям серые тучки. Вот так вот и прям, потихоньку прям. А вот и дождичек пошел. Ночевал на стоянке, на той же, где мы с Борей останавливались. Здесь седло я смалывал. Там же тоже останавливался, ночевал. Проснулся сегодня в 5 и поехал дальше. Вроде, в принципе, нигде таких пробок больше не было. Ремонта, да, много. Терпимо. Петушки мы опять подъехали, и, как всегда, нас открыли там дорогу, потому что вечер был. Поэтому дорожники ночью не хотят работать. Заработают только днем. Ну вот так вот опять я влупился в дождь. Обгоняет. Погодка, да? Огонь. Сейчас так было 23 градуса, заехал в дождь 17. Я думаю, еще упадет. А вот ливень еще сильнее пошел, он прям, вода прям текет по асфальту, не успевает стекать. Лупит. Сейчас пыль хоть с машины смоет. У меня, правда, люк открытый, блядь. Капает чуть-чуть капельки, прям. Вон там. Но ничего. Не замочит сильно. Все, и солнышко сразу, и темно стало. Лужи. И вон там солнышко. А вот слева чернота. Дует. Едем 80. Темень. Слева у нас темень. Объезжаем ее. Надеюсь, сейчас закончится дождичек. И резко высохнет асфальт, чтобы нам машинку не пачкать. Потому что вода чистая. Хотя какие машины ездят туда, грязи больше смывается, чем асфальт грязный. Так он и становится грязным. Чуть по чуть. Но вроде разведневается дальше. Должно быть нормально. Дождь лупит.
кабина шатнулась как-то чуть-чуть. Люк открытый, блин. Вот, давай, дочь, кончайся уже. Харе. Вот такая вот дорога. Опа. Тут вообще едешь по нулям. Лежат плиты, и то все проваленные. Оп, оп. О, водичка текет. Дорожники что такое дорубируют, ложат на асфальт. Лучше будет, наверное. Ова, ова. Медленно, как черепашки, ползем. По Уральским горам. Ту-ту-ту. Сегодня пролетели мост через речку Усим, который мы тут расстояли, блин, 5 часов. Вообще, просто подъехал, прям вообще. Зеленый горит и Далеко колейка у нас на Уфу. проехал прям До мостика, который разбитый. до мостика, который, блин, ложить нормально не могут. Принято, спасибо. Люди собираются, едут тут, блин. Вот такие тут ремонты. Объезды. Ну, делают. Стараются, молодцы. Надеюсь, в скором будущем не будет здесь заторов и зимой проблем со снежными завалами. Будет все-таки нормальная, хорошая дорога. Ну, видите, насколько выше дорога стала на фуру. Ну, метр не на фуру, метра на 3 точно. Вода течет, откуда берется, блин? С гор выдавливает воду. Продавлен асфальт, машина уж кидает. Вот видите, ехал сейчас вот перед горами, перед заездом. Было солнышко, хорошо. Оп, заехал в горы, все пасмурно, тучки. Не исключено, что будет даже дождик. Ладно, едем дальше. Вот что будет. Опять что-то свистит, блин. Не пойму, что, блин. То ли этот лопнутый экран глушителя, блин. Сегодня залез, посмотрел опять отбойники, все, ничего, вообще не шевелится, как тут раз делал. Все ништяк. Что-то все равно на кучке. Ну, водичка бежит. С гор. Горная. Чистая. Все, работа работает. Кипит вовсю. Вот и Сим. Тут, как всегда, туманчик, тучки внизу. Ну, да. Машинка в колонне на Уфу пошла.
в офигенном месте встал. Ты хоть прошел бы он туда, здесь никто вообще не остановится никогда, блин. Перед горкой, блин, где надо разогнаться, блин, он встал, значит, да, остановится у колонну, ну, люди вообще. Пошел бы, ну, перекресток он туда, там, да, может, там остановились, блин. Внимание, возможно комплекс контроля 400 метров. Туда мостик тоже придется чуть-чуть попрыгать. Река Сим, которая там мы проезжали. Вот она тут. Они заляпали чуть-чуть. Но это чуть-чуть не помогает, как обычно. Как у нас в России говорится, на авось. Авось и так сойдет. Вот такая вверху туманище. Внимание, муляж, ограничение 90. Сейчас поедем мы вон туда, вон, на горочку, вон туда. Сейчас здесь прямо проедем, потом повернем направо и вот на тот хребет. И потом влево. А будем вот так вот ползти. Вот так. Движение грузовым автомобилем вот по этой полосе по левой запрещено. Как вот вы предлагаете вот ехать вот за этим трактором, который едет, не знаю, 20 километров в час? Придется выехать ненадолго. Как по-другому? По-другому никак. Все равно мы никому не мешаем. У нас как раз маршрутка догнала. Да, кто это? Ох, и маршрутки. Ты здесь? Маршрутки с прицепами. Понятно, давай, удачки. Вот еще одна маршрутка. Тоже с прицепом. Вот так вот. А мы продолжаем двигаться в горочку. Везем 21,5 тонны яблочек. Все, Сим заканчивается. Сим, откройся. Ой, оп. Чуть-чуть сместился левее, сколько мог. В принципе, я объехал, только вмятинку заехали. Самосвальчик 325 в Челябинск. Принимаешь? Да. Внимание, муляж 200 метров. Так, тут опять тут ямы, блин. Вот Я так. справа между колес или кирпич или что-то такое. Смотри, вылетит кому-нибудь. Благодарю, сейчас посмотрим. Вот так вот, да. Заехали мы на горку. Вот такие тут ямы. 140 рублей. Мы находимся 7595 километр в сторону Челябинска.
просто все, реклама пошла. А вот мы и поднялись вверх, и облака. Вот видите, да? Лес в облаках. Чуть-чуть вправо. Оп. А тут нам вот не повезло. Битый не битого везет. Ну вроде тут поместимся, объедем. Там вроде сужение идет. Думаю, мы успеем. Нет, я думал, тащат. Нет, не тащат. Я думал, кран тащит. Скамейку. Кажется, они в паре, наверное, идут, поэтому кран, как обычно, у них моторы у всех уложенные. Там лишь бы насос крутился, работал, и все. Ладно, двигаем дальше. Доброе утро, мальчонки и девчонки. Время 4:30 утра, местное время. Находимся мы, подъезжаем в Частоозерье. Скоро Мишаня будет у нас встречать. Двигаемся на Красноярск. Фух, погода вроде нормуль. Выспались. Стали на стоянку вообще в 9. Отлично все. Сходили в кафешку. Поужинали. Пришли, легли спать, помыли стекла все. От комаров, от жучков разбитых. Стекла, морду, кабину помыл. Уже кошмар просто. Грязная вся была. Вот такой нас удочка встречает. Шарик поднимается. За бортом 14 градусов. Вот так вот все выглядит. Все зелененькое, сочное. Вот коллеги летят. Все по плану. Все нормально. Не будем загадывать, но где-нибудь к Новосибирску сегодня должны подлететь мы. Сейчас проснулся. Коллеги еще стояли. Тоже РЭС стоял. Но полностью газовый. Все спали. Кто там водителем не видел. По-быстренькому умылся. Обошел машинку, проверился, посмотрел. И помчал дальше. Интернета здесь ни хрена нету, ничего. Вот здесь и связь так говно, честно сказать. Не то что интернет уж. Связь бы хоть была, позвонить можно было, чтобы. Солнышко, солнышко. Машина так более-менее чистенькая у нас. Видишь, сполоснуть неплохо было, конечно. Но некогда сейчас. Доедем до Красноярска, там посмотрим, будет водичка, по-моему. Моечка, если будет там открытая, чтобы набрать воды.